уважаемые гости, уважаемые коллеги. У нас главного гостя. Главный участник. Да. Я прошу прощения. Еще раз, уважаемые гости, уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы вас приветствуем на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Агентства России сегодня. Мы начинаем круглый стол «Иракский Курдистан. Итоги референдума о независимости». Итоги референдума о независимости. Участвует представитель Демократической партии Иракского Курдистана в Российской Федерации Хошави Бабакр, президент Общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Шамилевич Набиев, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ММО Российской академии наук Станислав Михайлович Иванов и старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Васильевич Долгов. Плебисцит иракских курдов состоялся, несмотря на значительное давление с различных сторон. Я не буду говорить, с каких сторон. Я думаю, скажут это наши выступающие. В ходе мероприятия, которое мы сегодня проводим, будут подведены итоги референдума и дан прогноз дальнейшего развития событий в Ираке и регионе в целом. А что показал референдум? Как отразятся результаты плебисцита на ситуации в регионе и борьбе с исламским государством, запрещенным в России и других странах? Что можно сказать по поводу реакции Багдада, региона Ближнего и Среднего Востока, Запада сегодня и в будущем? На эти и другие вопросы, я надеюсь, ответят наши уважаемые выступающие. Значит, я заранее говорю, что мы должны завершить работу за 1,5 часа, поэтому как только будет 16:30, мы останавливаемся, потому что после нас будет другое мероприятие. Значит, поэтому выступающие исходить из того, чтобы и вы успели выступить, и журналисты успели задать вопросы, чтобы время хватило всем, и чтобы я успел поблагодарить всех, а не убегать на полусловие. Итак, я передаю первым слово нашему уважаемому выступающему Хошави Бабакру, представителю Демократической партии Курдистана в Российской Федерации и в СНГ. Спасибо за предоставленные возможности. Приветствую всех уважаемых гостей. Да? Да. Спасибо за предоставленную возможность и приветствую всем уважаемых гостей. Я хочу сказать о том, что долгие годы, столетия, особенно последние столетия 20 века, курдам был предоставлен возможность провести референдум. Референдум прошел почти в 95%, где территорию мы читаем Курдистан. И успешно более 90% голосовали люди за создание независимого Курдистана. Очень подчеркнут о том, что особенно в тех районах Киркука, провинции Нинева, Салахаддина, Диале, которые многие читали, что там не курдское население, смешанное население, и долгие годы там в этих районах проходила арабизация. Тем не менее, проживающие там арабы, туркмены, более 90% голосовали за независимость Курдистана, хотят быть в независимый Курдистан. Это очень был ощутимый результат, который
его никто не сможет отрицать. Очень большое давление было со всех сторон. Мы не ожидали со стороны Западной Европы, США, о том, что последние дни могут такое давление оказать, о том, что просили, чтобы откладывать референдум на неопределенный срок. Тем не менее, мы провели, но то, что это для нас неожиданно была позиция Запада о том, что откладывать референдум, это способствовало вести неадекватную позицию правительства Ирака, особенно премьер-министра Ирака Абади, о том, что он вел себя очень агрессивно. Это, я думаю, часть связан был с тем, что позиция США. И вслед за этим такой не та результат, который мы ожидали, о том, что будет учитана воля народа, будет учитана борьба курдского народа, будет учитана страдания его, борьба с терроризмом. К сожалению, пока мы результата этой борьбы, этой страдания мы не видим. Курдский народ, народы в целом Курдистана, арабы, туркмены в Киркуке, в Мусуле голосовали за. Они хотят быть в составе Курдистана, не в составе того режима, который туманный, никаких перспектив, которые не предлагают людям, а только войну и страдания. Поэтому еще надо отметить позиции соседних стран. Соседних стран, особенно Иран, очень целеустремленно пытался до последнего минуты сорвать выборы в Киркуке, но им не удалось. И поэтому воля курдского народа и в целом Курдистана, включая все народы, проживающие в Курдистане, этнические, религиозные меньшинства, был показан. Они большую волю себя показали о том, что хотят жить в составе Курдистана. Курдистан всегда был страной многоконфессиональной, многонациональной, бок боком тысячелетия люди жили, никогда курды не нападали, не уничтожали, не совершили геноцид на других наций, в отличие от режима Ирака один за одним, которые постоянно пытались уничтожить курдов и других народов, и в том числе и туркмен в Киркуке. Немало они тоже подвергались угроза со стороны Ирака. То, что сейчас мы видим, что снова у иракского правительства, центральной власти появилась язык угроза, уничтожение, эмбарго, закрытие неба Курдистана, закрытие ворота. Значит, это что обозначает? Это намерение или попытки снова совершить геноцид против курдского народа. Это мы так понимаем. И приходим к тому мысли, что действительно и ИГИЛ или Даиш был тоже создан для того, чтобы каким-то образом способствовал или ускорял их намерения. Вот, к примеру, мы можем сказать, что как в Киркуке ситуация была, когда иракская армия там находилась, каждый день взрывы, каждый день убийства совершались. Это говорится о том, что иракская армия, которая контролировала целенаправленно, пускал террористов в Киркуке, чтобы взрывать, их помогал. А почему сейчас, уже 2 года, как мы стали контролировать, в Киркуке не совершается? В Мусуле, где там мы контролируем, ни один взрыва не было. Мы не забыли, как целые грузовики под Мусулом уничтожали езидов. 800 человек убили один раз. Кто их пропускал? Ясно, кто контролировал те районы, то и пропускал террористов в этом месте. И также и в Шангале очень большая пропаганда со всех сторон. Поскольку у курдов друзей мало, только курды одни и горы, так
говорят, да. Поэтому читали, что Шангал это не курдский город, и журналисты здесь часто мне задавали вопросы, очень, чтобы меня раздражать или унижать этого процесса выбора. Но показалось, что в Шангале 95% людей голосовали за Курдистан. Люди хотят безопасность, хотят спокойствие, хотят жить в мире, не хотят войну. Уже людям надоело столетия война. Все режимы иракские, которые пришли во власти, один оказался хуже другого. Королевство относительно был такой умеренной политику вел, затем Абдул-Карим Касам, Абдул-Салам Араф или ряд других пришли, которые власти захватили. Последние годы, уже 80-е годы, Саддам Хусейн вообще озверел, он стал уничтожать целого народа. И вот пример, яркий пример в моем роде, который я сам из Барзана, 8 тысяч мужчин в 1983 году их вывели от 14-летия до 60 лет. Ни одного мужчины не остался в тех местах под Эрбилем, которые жили, были переселены в лагерях там. В моем селе мужчина не остался. И также сейчас же сегодняшний режим таким же языком он разговаривает, угрожает, что и соседние страны даже такой же язык. Эрдоган тоже говорит, что заявите независимость, все умрете с голода. А что мы не люди? Давайте, исходя из этого, почему тогда у всех созданы для них страны, они имеют свои независимые страны, члены ООН, которые этот инструмент международный правовой, который их защищает. Но курдов кто защищает? Никто не защищает. Поэтому они, естественно, не заинтересованы, чтобы курды были страной независимой. Потому что так лучше их уничтожать, их подавить. Мы не забыли недавно во время в Турции, как целые города уничтожили. Весь мировое сообщество молчал. Все видно, да, все знали это, все об этом как-то каким-то образом слегка говорили, а никто не вникал, никто не решал. А почему тогда, давайте говорят о правах человека? Права человека иметь свою независимую страну, это не часть права. Это основное право. Если у человека, у народа нету своей независимой страны, нету гаранта защитить себе, значит у него и нету права. Ущемлена права, демократия. Пресс-секретаря министра иностранных дел США совсем вчера говорит, мы за единство Ирака и за иракской демократии. Какой иракской демократии может идти речь, когда 1/3 Ирак захвачена иглом, когда война идет, когда нигде безопасности нету? В обратимой будущее... Доктор Бабакар, да. Можно полаконичнее, потому что другие успели выступить и вопросы задать. Пожалуйста, да. Если у меня в основном, да, это я хотел сказать, да. Нет, вы закончите. Завершите. Конечно. Да? Конечно. Только лаконично. Завершить я хотел тем завершить, чтобы смотрели на курдов как люди. Вот я этого больше ничего не могу сказать, да. Чем они хуже, которые не заслуживают свободу. Они не нападали, не угрожают, не являются угрозой для никого. 2 миллиона беженцев живут в Курдистане сейчас. Курды, бедные, которые не имеют свои средства на свое существование, они их кормят, помогают. Это в основном 95% арабы. Многие из них те арабы, которые нас убивали. Но мы тем щедрые люди, и мы всегда жили так и будем жить так. И мы все к этому направлению будем идти. И будем мирно стараться вопреки этому давлению, которое на нас есть. Спасибо, доктор Бабакар. Станислав Николаевич, пожалуйста, начнем с вас теперь. Спасибо. Трудно что-то добавить. Я хотел поздравить всех. Извините. Я хотел поздравить всех участников и гостей нашего собрания с этим историческим событием, которое наконец-то состоялось. И, может быть, краткий экскурс сделать в историю этого события. Дело в том, что за последние годы уже не раз предлагалось провести этот референдум, но каждый раз он откладывался по ряду причин. Ну вот ИГИЛ, там, другие причины и так далее. Но что стоит за этим референдумом? Некоторые вот так себе представляют, что курды сепаратисты, что они вот добиваются
развала или там распада, раскола Ирака, что они вот неправильную политику проводят, изоляционистскую и так далее. Вы знаете, если посмотреть вот на что предшествовало этому событию, последние вот годы, ну, после свержения Саддама Хусейна, ведь курды были той силой, которая изначально служила стержнем того же Ирака. Ведь курды взяли курс на создание нового демократического свободного Ирака в надежде на то, что и они примут участие в работе и коалиционного правительства, и парламента, и сунниты, и туркоманы, и другие национальные, этнические, конфессиональные меньшинства будут себя чувствовать в этом новом Ираке на равных. То есть права и свободы всех иракцев будут надежно защищены. И Багдад будет как бы центром вот всего этого пространства. Однако уже первые годы после так называемой процесса создания нового государства характеризовались тем, что новые власти не смогли вот наладить, создать вот именно дух единого коалиционного общества и государства. Изначально был взят такой курс на сектантские власти. То есть шиитская, прошиитская верхушка из числа в основном иммигрантов, которые при Саддаме Хусейне бежали там в другие страны. Вот сейчас они приехали, узурпировали власть и, может быть, сами, может быть, под влиянием Тегерана, иранских аятол, может быть, там других сил извне, иностранных, начали проводить вот такую политику. Ну, стержнем ее являлась дебаасизация. Что такое дебаасизация? Я думаю, в этой аудитории не надо раскрывать, да? Ну, был баасистский режим. Значит, сначала Малики возглавил кампанию по преследованию сторонников Саддама Хусейна, функционеров партии Баас, членов правительства, но те, кто был непосредственно замешан, там тоже химический Али там и прочие, их, как правило, казнили, приговаривали к длительным тюремным срокам. Потом, значит, настала очередь среднего звена. Ну, а в конце уже простые сунниты, полицейские, там, военнослужащие, да просто жители суннитских провинций подвергались таким судебным, несудебным преследованиям. И в результате 8 суннитских провинций, вначале в них вот и Аль-Каида, вы знаете, возникла как раз там, потом она перешла в Сирию, это ячейка Аль-Каиды. И 11 военно-политических группировок, пошли теракты. Шиитские эскадроны смерти взрывали суннитские мечети, сунниты взрывали там Кербела, Неджи, Басру. То есть, по сути дела, сначала шла такая скрытая гражданская война между арабами, шиитами и суннитами. Ну, а затем, вот летом 2014 года, она выплеснулась. Пришло несколько тысяч, там, по оценкам около 7 тысяч боевиков из Сирии, там смешанный целый интернационал. Но почему они разогнали 200-тысячную армию? Почему они захватили арсеналы вооружений? Город двухмиллионник Мосул. Почему они пошли на Багдад? Это было предательство центрального правительства. Центральное правительство потратило десятки миллиардов долларов на вооружение, на создание новой армии. Сначала с помощью американцев до 2011 года, потом с помощью Ирана. И в результате что? Не смогли защитить иракцев от горстки боевиков. Но вот здесь сыграла роль, что жители суннитских провинций сказали, уж лучше это мракобесие 7 века, чем багдадский сектантский продажный режим, который не может обеспечить нам свободу, независимость и так далее. То есть вот курды наблюдали, они были как бы нейтральной стороной за всем этим. Более того, они пытались играть роль медиатора, роль посредника. И президентом Ирака вот согласился стать Джалаль Талабани, очень авторитетный, второй по значению вот, деятель курдского национального движения. Затем было 6 министров федеральных интегрированных. Была фракция в парламенте около 50 человек. То есть курды пытались вот, действовать даже в том правовом поле, которое им... Но постепенно оно стало сужаться. Вслед за изгнанием суннитов из правительства, из парламента. Даже такой известный вот суннит был вице-президент Тарик Аль-Хашими. Вынужден был бежать сначала в Турцию, потом в Саудовскую Аравию, а затем приговорен заочно, там, по-моему, 3 к смерти. То есть вот эта охота на ведьм
И борьба внутри арабская, она, безусловно, била и по государству, ослабила его, допустила вот исламский халифат. Но и исламский халифат почему-то не пошел на Багдад, остановился, и его развернули на те провинции, которые формально контролировал Багдад, которые примыкали к иракскому Курдистану. Вот провинция Ниневия. Некоторые пытаются обвинить, почему пешмерга не защитили Синджар, Шангал. Там курды-езиды пострадали, их угнали в рабство, многих расстреляли. Но ведь это была зона ответственности центрального правительства. Там было небольшое количество пешмерга, но они не для этой цели там находились. И, естественно, они эти орды не смогли сдержать уже с американскими гаубицами, с танками и бронетранспортерами. Вот. Вот это предательство, будем говорить, правительства Малики по отношению к жителям северных провинций, не только к курдам. Там пострадали все население. И мракобесие вот этих исламистов радикальных. Когда уже на помощь Багдаду пришли 65 иностранных государств, Иран пришел. Это что такое? Самое богатое в мире по добыче нефти государство не может обеспечить защиту свою и прибегает к помощи 65 государств. Вот. В этот период курды посмотрели, что надежды на будущее сотрудничество. Более того, ведь Барзани дважды или трижды усаживал за один стол арабов, суннитов и шиитов и преодолевал правительственные кризисы. Вы помните прекрасно, в 2010 году после парламентских выборов 10 месяцев не могли сформировать правительство, назначить премьер-министра. Вот там один голос был разница между суннитами и шиитами. И пока Барзани их не посадил, пока не договорились, не могли сформировать. И так неоднократно он преодолевал эти правительственные кризисы. Пытался до последнего боролся за сохранение Ирака. Поэтому, когда некоторые говорят, что курды сепаратисты, что они сторонники раскола, нет, совершенно не так. Вот первые 10-12 лет курды сделали все, чтобы Ирак существовал. Но уже новый Ирак, не саддамовского времени. Смотрите, статья 58 Временной Конституции Ирака, она не была выполнена. Она предусматривала как раз то, что потом было закреплено в статье 140 Конституции Ирака, уже постоянная. Там было всего несколько пунктов, но там было четко написано, что федеральное правительство обязуется в течение определенного срока провести федеральную программу целевую по восстановлению демографической ситуации в тех районах, где были насильственно выселены курды. Вот как раз Киркук, Масул, Диала. Вот. И обеспечить финансовое переселение арабов к своим местам исторического проживания, а курдов к местам своего исторического проживания. После этого провести перепись. После переписи референдум этих территорий. И эти территории должны были сами определить. Или стать субъектами федерации, как стал иракский Курдистан. Уже по новой конституции государство имеет право, все провинции имеют право быть субъектами федерации. 4 провинции воспользовались и создали иракский Курдистан, а остальные пока нет. Но это не значит, что иракский Курдистан не субъект федерации. Он субъект федерации. Уровень выше, чем автономия. Но в этих провинциях статья 140 не была реализована. Курды в очередной раз были обмануты. Эрбильские соглашения между Малики и Барзани тоже были достигнуты. Они предусматривали, что будет новый закон о нефти и газе. Ведь до сих пор действует саддамовский закон. Центральные власти саботируют принятие нового закона, чтобы региональные власти имели хоть какое-то право на распоряжение своими природными ресурсами. Дальше там предусматривалось снабжение бригад пешмерга из федерального бюджета, вы извините. Там предусматривалось также 17% из госбюджета на развитие региона Курдского. Хронически эти деньги не поступали. А сейчас, когда там 2 миллиона беженцев, вы сами понимаете, на 5-миллионное население иракского Курдистана 2 миллиона. Вот Эрдоган стонет, у него 3 миллиона беженцев на 80 миллионов населения. И он всю Европу, говорится, поставил в такое пиковое положение. А здесь на 5 миллионов 2. То есть каждый второй житель севера Ирака – это беженец. Вот. К сожалению, ни Багдад, ни международные организации здесь тоже должной помощи не оказали. Ну и самое главное, что нет коалиционных властей, нет каких-то, будем говорить, тенденций к нормализации ситуации. Да, ИГИЛ практически с помощью тех же курдов, ведь они отдали, около 2000 курдов погибло в борьбе с ИГИЛ. Несколько тысяч было ранено. Я уж не говорю про тех езидов, которые были убиты и репрессированы.
Но центральное правительство сейчас никаких переговоров с суннитскими племенами или с суннитами не ведет. Более того, эти бригады Хашта-Шаби, такие полувоенные шиитские формирования, ну типа их называют еще эскадронами смерти, они же и тоже склонны к несудебным расправам. В этих провинциях, которые освобождаются от ИГИЛ, проводятся чистки, люди похищаются, убиваются и так далее. То есть население суннитских провинций по-прежнему не доверяет центральному правительству. Вот где, говорится, корень зла. В этой ситуации что оставалось делать курдам? Нужно было защитить себя, защитить вот эти спорные территории, прилегающие, где проживают курды, и не только курды, вот правильно сегодня отметили, там и туркоманы, и арабы, и езиды, и ассирийцы, армяне и так далее. Они тоже принимали участие в референдуме. Поэтому я считаю, что референдум как бы назрел, он был вынужденным событием. И несмотря на такую позицию Ирана, ну, что касается Ирана, это понятно, Иран, собственно, держится, весь режим иранский, это на шиитском фундаментализме. Они считают, что вообще никаких наций нет. Там у них тоже же белуджи, азербайджанцы, помимо курдов, там и десятки других национальностей, но у них стержень государства шиитский фундаментализм. Поэтому они до последнего. И тем более они почувствовали себя хозяевами в Ираке. Вот. Они уже почувствовали себя хозяевами в Сирии. Они почувствовали себя хозяевами в Ливане, где шиитская Хезболла. И теперь они, естественно, будут выступать за сохранение вот такого проиранского Ирака с подавлением курдов и там суннитов. Вот. Что касается Турции, мне кажется, Турция больше ведет игру, потому что кто, как ни Барзани, сделал за последние годы сколько, так сказать, посреднических усилий, чтобы нормализовать отношения между рабочей партией Курдистана и правительством Эрдогана. И вот в марте 2015 года было достигнуто мирное соглашение. Было разоружение, они вышли, эти боевики, в том числе на территорию Ирака. И был, ну, как говорится, путь открыт к мирному процессу. Но затем вот события в Суруче, теракт, убийство 32 курдов, потом 2 полицейских турецких. И это дало повод турецким властям развязать новую кампанию антикурдскую. Это было сорвано. Но роль Барзани, Эрдоган понимает, что иракский Курдистан не как бы провоцирует события ни в Турции, ни в Иране, ни даже в Сирии. Более того, он и в Сирии выступал за единство, во-первых, курдского движения, партии Демократического союза, Курдского национального совета. Вот. Он считал, что только вот мирным путем можно добиваться прав и свобод. И по этому пути он идет у себя. Ведь этот референдум, его итоги не означают, что завтра или там послезавтра Ирак куда-то улетит в космос, то есть иракский Курдистан, что он уйдет с этой территории. Он как жил, так и будет жить. Он как сотрудничал с тем же Ираном, с Турцией, с Багдадом, с Сирией, там, другими, с Израилем, с Россией. Он так и будет сотрудничать. Не надо драматизировать эти события. Иракский Курдистан остался там, где он исторически был 1000 лет. Но он хочет другую форму взаимоотношений с Багдадом. Чтобы эти были равные взаимоотношения, уважительные. И чтобы... Или это будет действительно субъект федерации, может, еще с более широкими правами. Или это будет, может быть, конфедерация. Это не значит, что все рухнуло и все, иракский Курдистан куда-то исчез. Да нет, он остался там, там же люди. Причем никаких чисток. Все себя чувствуют там защищенными. И в парламенте. Там, кстати, около 100 партий и общественных движений. Это многим арабским странам можно позавидовать. Ни в одной арабской стране вот такого нет. Многообразия политических и общественных организаций, как в иракском Курдистане. Поэтому вот в заключение своего выступления я хотел сказать, что еще раз я поздравляю весь народ иракского Курдистана, независимо от их этнической, религиозной принадлежности. Поздравляю все курдское мировое сообщество, в том числе и совет российских курдов, вот, с этим волеизъявлением, с результатами этого референдума. Потому что 93%, ну, можете сравнить, вот в Крыму примерно такая была цифра, в Абхазии, в Южной Осетии. Вот, я думаю, что к этому результату прислушиваются и в Москве, и в Вашингтоне, и в столицах других государств, и в Брюсселе. Поэтому дай Бог курдскому народу мира, процветания, благополучия на своей исконной земле. Спасибо за внимание. Спасибо, Станислав Михайлович. Пожалуйста, Юрий Шамилевич. Ну что ж, спасибо за предоставленную возможность выступить перед уважаемой аудиторией.
Я тоже очень коротко, чтобы потом дать возможность вопросы задавать. Ну, тут очень часто, особенно в последние дни, когда говорят о референдуме в Курдистане, звучит такая фраза: это неконституционный, незаконно и так далее и тому подобное. Причем звучит отовсюду. Но мне кажется, значит, тут надо какую-то определенность внести, в том смысле, что вот тогда скажите, какую статью Конституции Ирака курды нарушили. Курды, в свою очередь, представили, значит, 55 пунктов Конституции, которые нарушило центральное правительство. Но тут у нас вот мои коллеги отмечали некоторые пункты. Самый популярный, наверное, это вот 140-я статья по Киркуку, по спорным территориям. Но, мне кажется, не менее важные статьи, которые надо обязательно озвучить, и в том числе в этой аудитории, чтобы было бы понятно, почему курды пошли на вот этот шаг. Вот, допустим, 65-я статья Конституции Ирака. Она предусматривает создание, ну, по Конституции двухпалатный парламент должен был быть в Ираке, вот, Совет представителей и Совет регионов, чтобы уравновесить, потому что чисто вот арифметически там, конечно, большинство шиитов, шииты за шиитов голосуют, и чтобы вот этот перекос не был, в Конституции был предусмотрена вот эта статья 65, которая предусматривает создание, значит, второй палаты парламента. Она не выполняется, до сих пор не выполнена. Потом вот статья 92. Это Совет Безопасности должен был сформирован, закон должен был принят, Совет Безопасности, который, значит, согласно которому, значит, ну, определенные функции, очень важные, государственные, должны были быть перепоручены вот этому Совету Безопасности, куда вошли бы все представители разных этнических и религиозных, значит, компонентов иракского общества. Значит, статья 80. По 80-й статье Конституции Ирака предусматривала назначение на высшие посты, вот, военные и так далее. Это по представлению премьер-министра парламент должен был утверждать. Но сегодня мы на практике видим, что это единолично делает премьер-министр, и очень часто парламент и не спрашивает. Статья 112, которая предусматривала, здесь вот мой коллега Иванов сказал, предусматривала принятие закона о по нефтяным делам. И она даже не приступили к рассмотрению этого закона, а по соглашению было так, что если до 2007 года не будет принят вот этот закон, тогда регион имеет право самостоятельно по своей, так сказать, по своему желанию делать в этой области все, что хочет. Потом, тут еще надо что сказать. Вот в 2005 году, когда принималась эта конституция, американцы очень сильно давили на курдов, чтобы они, в общем-то, не покидали Ирак, новый Ирак, там гарантировали там на словах, что будут это права курдов, и эта конституция будет выполняться. Но, к сожалению, этого не случилось. В 2010 году, когда на второй срок Малики должен был пойти, опять-таки вот сам вице-президент тогдашний США Джо Байден, он очень сильно тоже давил на курдов, но курды добились того, что при формировании вот второго правительства Малики они, значит, добились соглашения из 19 пунктов, где было расписано, и американцы гарантировали, что вот это соглашение будет принято. Но еще чернила не высохли на этом соглашении, все забылось, и Малики, то, что он делал, все здесь в аудитории все прекрасно знают. В 2014 году, когда Абади пошел должны были выбрать, опять-таки очень сильное давление было со стороны американцев на курдов, на курдское руководство, чтобы голосовать за то, чтобы Абади стал премьер-министром. И при этом гарантировалось, что вот это соглашение из 19 пунктов, которое в свое время с Малики было подписано, что оно будет выполнено. Курды опять пошли на уступку и, значит, сформировали правительство Абади и так далее. Но, а сейчас что получится? Почему курды так настойчиво, несмотря на это беспрецедентное давление со стороны мирового сообщества, соседей, угрозы и так далее, тем не менее пошли на этот шаг, потому что, если вы знаете, это на наших глазах происходило, предлагали вновь
в очередной раз наступить на те же самые грабли, опять, значит, вот это единый Ирак, территориальная целостность, давайте шанс еще дадим, значит, правительству, там, центральному правительству и так далее и тому подобное. Ну, курды в ответ, вы знаете, в лице президента Масуда Барзани, они поставили условия: дайте нам альтернативу. Альтернативу такую, чтобы мы, значит, были бы уверенными, потому что все ваши эти обещания, гарантии, соглашения, они не выполняются. Некоторые из них я вам озвучил. И этих гарантий не было дано, и поэтому они вышли на вот этот референдум. Теперь вот я очень коротко, итоги, да, вот это значение референдума. Мне кажется, сейчас вот это, ну, не озвучивается, но это, значит, главным итогом, на мой взгляд, вот этого референдума является то, что сегодня Ближний Восток, и не только Ближний Восток, а весь мир будет иметь дело с другими курдами. Курдами, которые уверены в себе, курды, которые хорошо знают, чего хотят. Это народ впервые в своей истории, как подчеркнул господин Бабакар, впервые в своей истории они всему миру сказали, что вот мы хотим своего государства. По-моему, здесь все согласятся, что это никакое не преступление, чтобы вот это воспринимать так в штыки. И курды больше не хотят и не будут тем народом, там, самым большим, как это принято говорить, самым большим нацией в мире, которая не имеет своей государственности. И я уверен, что это и в ближайшем, и вот в среднем временном, значит, аспекте это большое влияние будет иметь на весь Ближний Восток. И, значит, тут вот этот момент тоже надо подчеркнуть, вот итоги референдума, да, вот что они дают, что курдский вопрос, он уже не является внутрииракским вопросом, он стал международным. Он приобрел статус международной проблемы. И, кстати, об этом очень хорошо сказал наш министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, значит, телекомпании «Рудав», курдской телекомпании. Он, ну, я так цитату не могу, но смысл заключался в том, что, значит, референдум, он, ну, отразится и не только вот на иракских делах, но и на ближневосточном регионе, там, отразится на ситуации у соседей и так далее. То есть это, значит, свидетельствует тому, что статус вот курдской проблемы вот, благодаря вот этому референдуму он становится международным. Тут я, конечно, буквально два слова еще скажу о роли, которую сыграли вот в этом референдуме курдские СМИ, особенно вот телеканалы, они здесь тоже присутствуют, Рудав и Курдистан-24. И вот свидетельством их вот заслуги очень большой вот в этом процессе референдума является то, что и власти Турции и Ирана сегодня запретили вещание этих каналов. Я думаю, это вот самая высокая оценка для вот этих телеканалов. И, конечно, я не могу не сказать, поскольку мы вот здесь являемся представителями курдской диаспоры, я могу сказать, что этот референдум помог сплотить как никогда вот курдскую, многочисленную курдскую диаспору, многомиллионную во всем мире. И вот даже я такую цифру могу назвать. Недавно был создан, значит, около 12 организаций курдских из стран бывшей СССР, Международный конгресс курдских общин, и под эгидой этого конгресса, значит, в мероприятиях этого конгресса более 5000 человек приняли участие в разных городах, там в Бишкеке, Алмате, здесь в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, там, Краснодаре и так далее. И по нашей, вот такая, могу предоставить информацию, по предложению этого Международного конгресса курдских общин правительству Курдистана было сделано предложение о, значит, организации Всемирного форума курдских диаспор в Эрбиле. Я думаю, это предложение рассматривается. Я думаю, его тепло приняли, значит, власти Курдистана. Я думаю, в ближайшее время вот такой форум состоится. И вот
это тоже итог, результат вот этого референдума, который смог сплотить всю, значит, курдскую и народ курдский абсолютно на качественно другом уровне сейчас. И вся вот диаспора курдская в том числе. Спасибо. Спасибо, Юрий Шамилевич. Ну, у нас еще остался один выступающий, Борис Васильевич Долгов. Это специалист, ближневосточник. Вот он, так сказать, резюмирует наше выступление. Спасибо. Пожалуйста. Я попытаюсь кратко резюмировать, обрисовать ситуацию сложившуюся и несколько слов сказать по поводу перспектив решения, разрешения вот этой ситуации кризисной, действительно, которая сложилась. Да, действительно, референдум в Иракском Курдистане состоялся, его результаты были, в общем-то, прогнозируемы, и это подтвердилось. Большинство населения проголосовало за независимость. И здесь надо сказать, конечно, прежде всего, что курдский народ, как любой народ, имеет право на создание национального очага. Это безусловно. Курдский народ достаточно долгое время жил в качестве разделенного народа. Но здесь, опять же, еще раз я хочу подчеркнуть, что это не только история курдского народа. Были прецеденты и в нашей истории, и в истории достаточно давней. Я напомню, что разделенным народом долгое время был израильский народ, он тоже создал свое государство Израиль. Сейчас разделенным народом, можно сказать, является русский народ, это тоже реалии. Но вот сейчас референдум подтверждает то, что иракский Курдистан может стать независимым государством. И здесь надо рассмотреть вот ту ситуацию, которая сложилась в результате этого результата референдума, прогнозируемого. Естественно, все соседи Ирака и иракское государство, иракское центральное правительство, прежде всего, также реагировали прогнозируемо. Иракское правительство заявило о том, что референдум неконституционен, что будут приняты меры, в том числе, возможно, и военные меры по отношению к иракскому Курдистану, если не будут выполнены какие-то условия, даже ультимативные. Вот в течение 72 часов иракский парламент проголосовал за это. Должны быть предоставлена возможность в течение 72 часов для иракских правительственных сил контролировать международные аэропорты в иракском Курдистане, контролировать границы иракского Курдистана. Турция заявила о своих возможных действиях и санкциях, проходят военные маневры совместной иракской и турецкой армии. Иран заявил о закрытии границ. Сирийское руководство, я напомню, заявляло о том, что курды в Сирии – это часть сирийского народа, что тоже можно, в общем-то, воспринимать адекватно. Но я не буду повторяться. Вот такие вот действия тех стран, которые соседствуют с Курдистаном, в которых проживает курдская диаспора, они вот сейчас стали реальностью. И здесь я прежде всего хотел бы сказать, что да, безусловно, право курдского народа на то, чтобы иметь свой национальный очаг, это безусловно, но, увы, иракский Курдистан и курдский народ, он не живет в безвоздушном пространстве, он живет в международном сообществе, в котором действуют свои законы. И здесь надо также признать, что ряд внешних сил используют курдское национальное движение в своих целях. И здесь прежде всего я хочу сказать, что курдское национальное движение, да, оно имеет свою историю, мы знаем, несколько десятков лет шла борьба курдского народа. В свое время основная идеология курдского национального движения была это создание социалистического курдского государства, и это поддерживалось. Сейчас разделились на различные позиции идеологические и политические. И вот что касается внешних
внешних сил, использующих курдское национальное движение, в том числе и референдум. Это те силы, которые имеют свои интересы, это я хочу подчеркнуть, свои интересы, которые используют курдское движение как, так скажем, рычаг для того, чтобы осуществить, реализовать свои интересы в регионе. Но здесь я напомню, что и американское руководство поддерживает курдское национальное движение. Например, в Сирии поддерживаются силы демократической Сирии, вооруженные формирования курдские, которые, да, сыграли свою роль и играют свою роль очень важную в борьбе с ИГИЛ. Но сейчас, допустим, в Дейр-эз-Зор мы видим противостояние вот этих формирований с сирийской правительственной армией. И то, что курдские вооруженные формирования в районе Дейр-эз-Зор действуют, собственно, уже не на территории, где компактно проживают курды, это тоже результат воздействия американских советников, это тоже понятно. То есть американцы руками сейчас курдов, ну я извиняюсь за такое выражение, но именно руками курдов хотят осуществить свои цели в Сирии. То есть убрать неугодное правительство Башара Асада, расчленить Сирию и таким образом достичь своих интересов. То есть убрать Сирию как союзника Ирана, убрать Сирию как государство, противостоящее Израилю, Сирию как государство, поддерживающее движение Хезболла, и в том числе выдавить Россию из региона, поскольку Сирия сейчас союзник России. Это цели известные, не один раз повторенные, но сейчас вот ставка на курдскую карту, она, увы, присутствует в американской политике. Но это нисколько не означает, что курдам не надо действовать, не надо выражать свою волю и действовать так, как считает курдский народ. Но здесь еще на один момент я хочу обратить внимание, ведь курдское национальное движение неоднородно. Да, вот сейчас эта идея создания национального очага курдского, она объединяет, и действительно объединила различные политические силы в курдском национальном движении. Но эти различия существуют. Я слышал выступления сирийских курдов, которые исповедуют левую демократическую и коммунистическую идеологию, которые выступают за руководство Башара Асада, это тоже курды в Сирии. Есть курды, которые исповедуют другую идеологию, есть курды, которые интегрировались в турецкое общество. Это тоже известно, что есть курды, которые выступают даже за руководство Эрдогана в Турции, хотя ситуация в Турции с курдским движением и с репрессиями против курдского народа, это тоже известно всем. Но вот я хочу все-таки вот это подчеркнуть, что курдское национальное движение не едино. Сейчас оно объединено вот этой идеей, но когда эта идея, так скажем, будет осуществляться, наверняка возникнут проблемы и с властью, кому будет принадлежать власть, кто будет руководить будущим государством, каковы эти силы. Вот правильно отмечено, 100 партий присутствует в иракском Курдистане, и есть партии, которые выступают против Барзани, есть другие партии, исповедующие другую идеологию. Это, в общем-то, увы, очевидный факт. Поэтому вот этот вопрос очень сложный. Я повторю, что курдская проблема – это очень сложная проблема, которая должна быть решаема. И здесь еще раз я хочу сослаться вот на последние заявление Масуда Барзани, который заявил, что курдский народ и курдское будущее независимое государство хочет жить в мире со всеми своими соседями. И он тоже заявил о том, что результат референдума не означает немедленного провозглашения независимости Курдистана. Это слова Барзани. То есть он сказал, что он готов к дискуссиям, к переговорам со всеми соседями, чтобы определить статус будущего государства. Это вот наиболее, мне кажется, разумный подход к ситуации, которая должна быть, естественно, разрешена. И в этом плане, конечно, эти переговоры возможные, можно только приветствовать. И те действия радикальные, которые предпринимаются сейчас и со стороны Турции, иракского правительства, Ирана, они, возможно, будут вот минимизированы вот этими заявлениями, начнутся переговоры.
Далее. Известно по истории, что создание любого нового национального государства несет с собой, кроме вот этого эйфории народа, который создает это государство, целый комплекс проблем. Прежде всего, границ. Вот сейчас статус Киркука, он не определен. И это проблема между иракским центральным правительством и иракским Курдистаном. Как он будет решаться? Вот сейчас мы видим сообщение о том, что силы в Киркуке иракского Курдистана заявляют, что они не допустят вхождения иракской армии в Киркук. Это уже проблема. И эта проблема, она очень серьезная, поскольку Киркук – это нефтеносное месторождение, это стратегически важный пункт, будет борьба за Киркук, это совершенно очевидно. И я опять вернусь вот к этой идее, что создание любого нового государства национального несет в себе целый комплекс проблем. Это было и с Израилем, это было и с новыми государствами после развала Советского Союза. Мы наблюдали вот эти войны в этих государствах и между этими государствами. Вот сейчас конфликт между Россией и Украиной – это тоже результат распада Союза, результат создания нового государства. А с иракским Курдистаном, безусловно, это провоцирует вот эти вот проблемы. Но их можно решать, если будет воля и у представителей иракского Курдистана, у руководства его, и у соседей иракского Курдистана. Так что здесь вопрос решаемый, но он очень-очень сложный. И здесь я сошлюсь еще на одно заявление представителей ООН перед референдумом, которое было предложено, то есть предложить 3-летний период выработки решения вот этой проблемы и предоставления на этот период более широких автономий для иракского Курдистана. И во время этого периода решать вот эту проблему. Может быть, я повторяю, может быть, это станет основой для будущих переговоров. Возможно, будут другие какие-то предложения. Но я повторяю, это сложный вопрос, который несет в себе массу проблем, но они могут быть решены при наличии политической воли и у руководителя иракского Курдистана, и у стран-соседей. Спасибо. Спасибо. Ну, это все наши выступающие высказали свою позицию. Нужно еще Короткую, да? очень коротко. Да, очень коротко. Я хотел бы сказать, что сравнить Курдистан с Кюбеком, Шотландию или разделенные другие народы, которые между ними вообще крови не полита. Ирак, сейчас каждый ребенок знает, что происходит в Ираке. Происходит война, настоящая. 64 стран мира в этом регионе воюют. 64 мировые, в том числе США, Россия, все. Это сравнить курдский вопрос с этим совершенно неправильно. Курдский вопрос требует из этого ада свои права. Поэтому его нужна гарантия и защита. Спасибо. Спасибо. Еще у кого-то есть пожелания? Тоже так же коротко, может даже короче. Вот все время звучит, значит, в экспертном сообществе, да и не только в нашей прессе, звучит, что вот курды не едины, там разные партии и так далее. Но вы мне просто назовите страну, где бы не было бы партии, где бы они там не спорили, не значит, отстаивали свои интересы и так далее. То есть я хочу сказать, что наличие среди курдов разных партий и организаций – это наоборот вот, признак демократии. И вот значит, делать из этого вывод, что курды, мол, вот, не едины, не готовы, так сказать, к своему государственному образованию, мне кажется, это неправильно. Да, пожалуйста. Давайте. Я вот хотел тоже дополнить своего коллегу Юрия Шамилевича. Дело в том, что некоторые партии накануне референдума, ну, в частности, Гаран и часть руководства Патриотического союза Курдистана, и исламистские партии, в основном на уровне функционеров, выступали против этого референдума. Ну, перенести или там, да. Но их электорат, вот их члены, они на референдуме сказали свое слово. То есть одно дело верхушка, которая так или иначе связана и с Багдадом, и с Тегераном, которая и на содержании живет, которая связана и по линии спецслужб и так далее. То есть мы все знаем эти кланы, они там десятилетиями кормятся из Тегерана, они там жили. Естественно, эта верхушка выступает как бы против. И совершенно другое на уровне населения. Вот. Поэтому нельзя говорить о том, что там
какие-то вот оппозиционные силы, оппозиционной независимости. Нет, за независимость это на уровне вековой мечты, идеи. Ни один курд, уважающий себя, никогда не откажется. Другое дело тактически, когда, в какой форме, да. Вот. Но здесь вот произошел разрыв между руководством и самими людьми. Ну и второе, вот мой коллега Борис Васильевич затронул проблему сирийских курдов, турецких курдов. Я бы хотел сегодня все-таки акцентировать внимание на иракских курдов. И мы все-таки сегодня обсуждаем итоги референдума в иракском Курдистане. И давайте рассматривать все-таки это событие как внутрииракское. Если только мы начнем его экстраполировать и распространять по всему региону, я согласен с тем, что курды совершенно разные. И в сирийском Курдистане свои проблемы, и в турецком свои проблемы, и в Иране свои проблемы. Если мы только начнем связывать этот референдум с теми, то мы зайдем в такие дебри. Вот. Это отдельная тема для разговора. И вот мне кажется, что сами-то курды вот сегодня не выступают за великий Курдистан, там, за немедленную там, какую-то революцию, за развал этих 4 государств. Мы это слышим в основном от врагов курдского народа, которые этим как жупелом машут там и с трибуны ООН, там, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Говорят, вы смотрите, вот сейчас все 4 государства развалятся, Ближний Восток развалится. Вот этот референдум иракский, это первый там шаг, это на пути там деэскалации. Да, деэскалация произошла, когда багдадский режим, вот этот, будем говорить, спровоцировал шиитско-суннитскую войну. Когда территории Ирака, Сирии превратились в полигоны, в заложники региональных сил. Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Иордании, ну а за ними стоят там США и так далее. То есть страна, действительно, правильно сказали, воюющая страна. Зачем курдам в этой войне, не своей, арабской, участвовать? Ну там их спровоцировали в Сирии, я согласен с Борисом Васильевичем. Их не только заставили идти на Раку, на арабскую Раку, но это примыкает к их территориям, можно было понять, осиное гнездо добить, из которого на Кабани там шли эти исламисты. Но вот зачем их бросили на Дейр-эз-Зор за там, сотни километров, это уже действительно их используют. Но я так полагаю, что там те боевики вот, рабочей партии Курдистана, которые мало отношения имеют к народу сирийского Курдистана, которые там с 8-12 лет в горах с автоматами, кроме как воевать, ничего не умеют. И им все равно против кого там воевать и что освобождать. Вот. Поэтому я считаю, что сегодня все-таки наше мероприятие должно вот сконцентрироваться на вот этом важном событии историческом и посмотреть действительно, вот я думаю, вопросы будут такие, а что дальше? Спасибо, Константин. Спасибо. И нам вот на это осталось ровно 23 минуты. Так что первый вопрос. Вот, пожалуйста, Карим Муртада. Я из телевидения Ирака. Мой вопрос к вам, господин Максим. Мы слышали только зрение наших коллеги курдита. Я не видел никаких вот посольства Ирака, кто-то можно нам рассказывать. Потому что, к сожалению, господин Бабакер и господин Станислав Михайлович, они проводили такие атаки. Они хотят увеличить такие проблемы между иракским народом и курды народом. Наоборот, между курдита и арабита они очень хорошие отношения. А проблема сейчас между государствами, между Абади и Баразани. Вот это много иракцев, они поздравляют курдита, что они будут независимость. Вот, поэтому надо говорить, что с этим мероприятие должно быть, есть кто-то из иракской стороны, что он тоже будет говорить, что надо, что можно отвечать на все вопросы, которые они обличали сейчас. Спасибо вам огромное. Так, пожалуйста. Так, конечно. Пожалуйста, посольство Ирака имеет право провести мероприятие здесь, может провести пресс-конференцию. Кстати, совсем недавно я прочитал для оперативно-дипломатического состава посольства Ирака лекцию, которая была запланирована на 40 минут, а пришлось 2 часа им объяснять, что к чему. Мне очень приятно было встретиться. То есть площадка у них есть. Но почему обязательно мы мероприятие, посвященное референдуму, должны проводить с посольством Ирака? Поэтому мяч на их стороне.
Ну, пожалуйста, пожалуйста, мы же не против. Тоже аналист, который Мы не принимает против, пожалуйста, мяч на их стороне. Говорите свою точку зрения, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но сегодня вот в таком формате, как есть, вы уж извините. Все, действительно, у нас... Ну, если бы- пожалуйста, я лично готов в любом формате встретиться, в любом, значит, в любой На любой форме, площадке. на любой площадке. Я думаю, мои коллеги тоже самое. Я хочу сказать, что наша площадка открыта для всех. Конечно. Если бы из посольства к нам обратились, мы бы с удовольствием посадили бы за это же стол и представителя посольства или просто представителя диаспоры иракской. Так, вот Хава. Первый лет. سأتكلم باللغة العربية طالما Я буду говорить на арабском языке, есть перевод. Мой вопрос к господину Хашави. Господин Хашави, я думаю, что вы забегаете вперед и говорите о результатах, которых вы хотели бы услышать. Но вы знаете, вы говорите, что 90% проголосовали за независимость. Я думаю, что это немножко преувеличенная цифра. Вы говорили также, что правительство Ирака хочет задушить курдов голодом в ответ на этот референдум, но на самом деле все наоборот. Было объявлено, что правительство Ирака – это ваш союзник экономический, социальный, политический. И еще один вопрос, который возникает. Поскольку Эрдоган выполнил свои угрозы в отношении иракского Курдистана, то он, наверное, закроет границы. И особенно закроет нефтяные трубы, перекроет. Думаете ли вы, что Эрдоган, как вы считаете, Эрдоган не привык ли уже наносить удары из-за угла, в спину, в то же самое время высказывая какие-то миролюбивые фразы и так далее? Вопросов много. Конечно, я поздравляю иракский Курдистан с этим демократическим актом. Это что-то новое. Но и надо сказать, что проходило и также электронное голосование. И вот вопрос, кто голосовал за пределами государства Ирак? И голосовали ли израильские курды, которых насчитывается около 200 тысяч, участвовали ли они в этом референдуме тоже? Вот это вопросы, которые я хотел задать. Во-первых, то, что наш товарищ отметил о том, что курды и иракский режим, чтобы сотрудничали, мы поэтому здесь и тоже было сказано о том, что мы готовы на переговоры. С самого начала до референдума был заявлено о том, что этот процесс мирный, исключительно мирный. Угрозы с нашей стороны не было. Были угрозы со стороны Абади, это не я говорю, во всех масс-медиах написано, он угрожает, что в Киркуке войдут армия и обратно его под контроль свои возьмет, под таким контролем, который каждый день будут взрывы и будут убивать люди. Вот я только могу это сказать. То, что заметно, что в дальнейшем мы, конечно, за то, чтобы сидеть за столом переговоры, вести переговоры, мирно решать какие-то, если территориальные претензии, раздел природные ресурсы. Курдистан, правительство Курдистана на это вполне готовы. И у нас, как я сказал, что около 2 миллиона беженцев, в основном арабы, живут мирно, никто, ни одного из них не убил. Один факт привозите, что кто-то из них обидел. Поэтому у нас проблемы с арабами нету. Да. Действительно, арабы и курды всегда жили как братья, вместе жили. Это режимы, да. Режимы были, это факт. Никто не может отрицать. Кто химическое оружие совершил? Кто убил 282 тысячи курдов? Кто 8 тысяч барданцев убил? Или могу перечислять многочисленные. Кто вел Ирано-Иракской войне 8 тысяч? Миллионы людей этого погибли. Кто напал на Кувейт? Кто вел? Курды? Это все факты, по-моему, не нужно мне на это время тратить. Тот, кто разбирается в Ближнем Востоке, все это прекрасно знает. Я Израиля
то, что было отмечено, чтобы якобы израильтяне принимали участие в выборах, да, или как? 200 тысяч. Голосовали ли израильские курды, ну как диаспора? 200 тысяч. Нет, абсолютно нет. Курдский Израиль, и я голосовал здесь, там выборы видно, очень сложно принимать участие в выборах, надо специальные документы иметь, которые там зафиксировано, он получает продукты в обмен на нефть, да, была такая программа, которую только граждане имели, чтобы фальсификации здесь не проходил. А потом очень сложно было в электронном голосовать, потому что атаки были. После этого говорили, что более 1000 атак только в Германии на этой электронной почте. Он очень медленно проходил. Это исключительно иракские граждане имели, а еврейские курды, они не граждане Ирака. Если кто-то, может быть, имеет гражданство, он имеет право, да, голосовать, но я, сколько знаю, давно Ирак сам излечил их гражданство, израильских курдов, которые ехали в Израиль, Ирак сам излечил, поэтому они не голосовали, естественно. Одну цифру только назову. Значит, по электронному голосованию 90 тысяч человек проголосовало. Первый голос дал гражданин, значит, Ирака из Китая, предприниматель. 90 тысяч. Пожалуйста. Госпожа. Мой вопрос господину Долгову. Скажите, пожалуйста, Борис Васильевич, как вы можете прокомментировать позицию России, которая, ну, все ее знают, да, с одной стороны, Россия признает за курдами как бы справедливость их чаяний, но с другой стороны, Россия четко настаивает на сохранении формата вот единого Ирака. Можно ли сказать, что вот такая формулировка – это, ну, своего рода дипломатический язык, и при желании вот в этой фразе, что у курдов есть права, можно услышать некий месседж России долгих лет о будущей курдской государственности, или все это, ну, абсолютно не беспочвенно, потому что на самом деле Россия устраивает любой вариант, как сохранение Ирака в едином формате, так и вот второй вариант – выход Курдистана из состава и курдского государства. Так что те интересы, которые есть у России, Багдаду танки, вооружение и прочая амуниция, а с Курдистаном там уже давно работает «Газпром», и сейчас вот такой блистательный совершенно… Вот это… Вопрос понятен. Можно ли расценивать это как… То есть и так, что на самом деле… Да, позиция России. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я, конечно, не работаю в Министерстве иностранных дел, поэтому это мое мнение, но оно, в общем-то, основано на том, что действительно предлагает Россия и какова позиция России в курдской проблеме. Действительно, Россия выступала всегда на стороне курдского народа, за его право создания национального очага. Я говорил об этом несколько десятилетий. Россия и Советский Союз до этого поддерживал эти права курдского народа. Сейчас, ну, я только могу повторить, что сейчас вот такая ситуация в регионе, когда вот это вот непосредственное объявление независимости Курдистана может спровоцировать целый ряд кризисов новых и обострение старых кризисов. И это никому не нужно, в том числе и курдскому народу. Я говорил о том, что создание нового государства всегда несет с собой множество новых проблем. Это проблема с границами прежде всего. И это спровоцирует, наверняка это спровоцирует, если вот сейчас, сегодня объявить независимость Курдистана, спровоцирует военные конфликты. Россия этого не хочет. И позиция России, на мой взгляд, совершенно очевидна в этом вопросе. Сохранение статуса кво, но возможность ведения переговоров, да, действительно, это месседж курдскому руководству иракского Курдистана, что этот процесс, он сложный, но его можно решать. Можно решать при наличии доброй воли и соседей Курдистана, и иракского, и руководства иракского Курдистана, курдского народа, курдской диаспоры как таковой, но и то, что это все-таки внутреннее дело иракского Курдистана,
Курдистана, вот это вот решение о независимости, или, возможно, он может быть отложен, этот процесс, или начнутся переговоры, вот о чем говорил, я повторю, о чем говорит господин Барзани. А то, что, на мой взгляд, Россия, российский МИД, российское руководство совершенно четко видит реалии и не хочет провоцирования новых конфликтов в регионе, что не в интересах России и не в интересах ни одного из народов региона. Это совершенно очевидно, и поэтому это, на мой взгляд, совершенно адекватная и четкая позиция. А кто будет защищать безопасность, обеспечить, гарантировать курдам? Если курдам не нужно ничего, тогда кто безопасность обеспечит? Но безопасность вы имеете где и кому? Ну, вот Абади говорит, я буду нападать на вас, всех вас уничтожу, вот все будут умереть с голода и дохнут. Он говорит, я границу закрою, говорит он. Сегодня вот, ну, я перед выходом посмотрел, Абади заявил, что военного, значит, это, ну, неприемлемо решение военного с военным способом. Тут я вот скажу вот так, что в принципе все вот великие державы, мне кажется, сегодня, это мое мнение, сегодня просто ну, смотрят, что вот последствия какие будут. И, значит, через некоторое время, я думаю, все проявится, а уже сегодня, вот в последние часы, заявления и из Багдада, и из Анкары, и из Ирана, вот в частности, вице-спикер парламента, значит, Ирана, очень такое вполне добродушное заявление по этому делу сделал министр экономики Турции. Он вообще сказал, что это неприемлемо закрывать границу, потому что мы больше пострадаем. Один из конгрессменов США вообще он законопроект внес в Конгресс, а вы знаете, в Конгрессе у курдов какая мощная поддержка, а вообще о признании, значит, итогов как вот независимого Курдистана. Мне кажется, вот и Россия в том числе, мне кажется, очень такую нормальную. И, кстати, позицию России очень высоко оценил и президент Курдистана, и все вот лидеры Курдистана, они высоко оценили, значит, позицию России в этом вопросе. И разрешите, я дополню. И вот та истерия, которая была накануне референдума со стороны Ирана, со стороны там, Турции, ряда других государств, судя по всему, она начинает спадать. То есть где-то пик уже пройден. И даже вот сейчас я смотрю на бегущую строку. Багдад там, хочет взять под контроль контрольно-пропускные пункты на границе там, с Турцией, с Ираном, взять под контроль Киркук. Ну, а где было правительство Багдада год-два назад? Да, международные аэропорты, Эрбиль и Сулеймания. А где было правительство Ирака, почему она такое заявление не делала, когда халифат брал под контроль Мосул, Киркук, вот эти пограничные пункты брал, когда он тысячами езидов забирал в рабство, что-то тогда Багдад молчал. И вдруг сейчас такие у него пошли позывы, значит, взять все под контроль. Я думаю, что соседи уже более реалистично рассуждают, тем более не надо забывать международное право. По международному праву там четко написано, страна, которая не имеет выхода к морю или регион, если ему объявляется блокада или перекрываются сухопутные границы, это равносильно объявлению войны. Готов Эрдоган объявить войну иракскому Курдистану? Я думаю, что нет. Готовы аятоллы в Иране объявить войну? Я думаю, что нет. Там тысячи нитей коммерческих, они связаны. И там тысячи фирм работают, иранских, турецких, взаимная выгода. Поэтому я думаю, что все как было, так и будет. И вот эта истерия предвыборная постепенно пойдет на спад. Ну и Масуд Барзани, он довольно опытный политик, я думаю, тоже не будет опережать события, эту как бы эскалацию. Он будет мирно продолжать договариваться. И каких-то таких провокационных шагов со стороны иракского Курдистана не ждите. Так, агентство САНА. Да. Хорошо. Только по-русски говорите. Да, по-русски, конечно. Станислав Михайлович, вопрос к вам, поскольку вы напомнили о международном праве. Вот такой вопрос, если можно, пожалуйста, вы как ученый, как историк, как специалист по курдской проблеме, вы можете напомнить нам только объективно, без эмоций и без арабофобии, о той договоренности, которая была подписана между Ираком
и Турции, и при поддержке Англии в 1938 году при Лиге Объединенных Наций о спорных земель. Ну да, я понял. Речь идет о Мосульском вилаяте. Но это, опять же, наследство Сайкса-Пико 16 года, когда по карте нарисовали границы и сказали, курды жить будут вот здесь, а на базе осколков Османской империи, 3 вилаятов Османской империи, Басра, Багдад и Мосул, будет создано иракское государство. Быстренько нашли короля, привезли, посадили. Это Великобритания. Потом серия военных режимов, о которых упоминал мой коллега. Потом Баас. Где там курдам в этих вот английско-колониальных этих границах было уготовано место? Хотя было записано в Сербском договоре. Автономия курдская. Дальше, даже в Лозаннской конференции еще пункт оставили о культурной автономии. Поэтому я вам скажу так. Да, вот эта сделка или договор без учета интересов курдов, она не сработала. Нельзя за спиной одного из народов договариваться о его судьбе. И народ должен решать сам. Теперь, что касается международного права, вот, там есть 2 принципа равнозначных. Территориальной целостности и право государств на самоопределение. Или народов на самоопределение. И они абсолютно равны. Но, если они вступают в противоречие, принцип самоопределения народов главенствует. То есть без крови люди должны определиться. Я уже вначале сказал своего доклада, как им лучше жить. В составе государства унитарного, в составе государства в качестве автономии, субъекта федерации, члена конфедерации или независимого государства. Вот взять Крым, я сам из Крыма. Ведь мои предки там сотнями лет жили. И вдруг нам сказали, вот с 1954 года, с марта, вы будете жить в Украинской республике. Вывески поменяли за ночь. И утром я вышел, там уже... Да, и вывески на украинском. Но, правда, их сразу побили. Стихийно. Хотя в Советском Союзе это немыслимо. Как это побить вывески на местных органах власти? Но их побили. И потом в течение 10-20 лет нигде не вводили украинские школы, нигде не вводили украинский язык. И когда СССР распался, вот тут пошла ярая украинизация. Детские сады, школы, все перешло на украинский. Документооборот и так далее. Но, по сути дела, то, что сейчас делается в Закарпатье. Вот сейчас украинцы отменили 2-е языки, не только русский, венгерский, польский, русины. Там десятки народов лишили права обучать в детском саду, в начальной школе на своем родном языке. То есть вот примерно то, что Украина сейчас делает в Донбассе и вот на территории своей, иракские власти пытаются, вот сейчас на строке написано, взять под контроль границу с Турцией и с Ираном. Хотя эти предыдущие, с 2003 года, годы, они не пытались брать их под контроль. Более того, они бросили эти народы на съедение ИГИЛ, там, эти территории и все прочее. Тот же Киркук. Они же сдали Киркук, ИГИЛ, хотели сдать, если бы не бригады Пешмерга. А Синджар сдали, Мосул сдали. А теперь они вдруг выезжают на танках там или с помощью Хаш-Шаби. Приходят эти вот ребята, националисты шиитские, говорят, да нет, мы сейчас здесь наведем порядок. А где вы были, когда ИГИЛ оккупировал эти территории? Поэтому я считаю, у Багдада морального права нет. Простите, я уже, просто, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я вижу тут только позиция курдов. Я пришел сюда, как я снимаю мероприятие на референдум там в Ираке. Я вижу, тут не ученые, тут как курды, как они говорят. Я как респондент, я слушаю нормально. Это ваше мнение, я уважаю. Но надо не говорить одно мнение. Там у государства Ирака и у Багдада тоже есть мнение. И там Ирак... Я не говорю все люди, говорю вот... Вы задаете вопросы. Я сейчас, вот, вы содержите позицию курдов или вообще обсуждаете вот эту тему? И как вы думаете, международные страны, они признают курдов сейчас или нет? А почему Россия не дает слово прямо? Мы признаем после референдума, а почему нет? А почему Америка дала в секретом слова, а сейчас в общем говорит нет? Просто как вы думаете? Отвечаю. Так как мировое сообщество признало Косово, Южный Судан, Абхазию, Южную Осетию, Крым, также будем признавать иракский Курдистан. Все народы имеют право. Почему? Он сначала самоопределился, а потом вошел в состав Российской Федерации. Все народы имеют право на свое самоопределение. И здесь позиция должна быть такая, чтобы народ был защищен, чтобы его мнение учитывалось.
И если это не противоречит интересам других народов и не создает конфликтную ситуацию, ведь курды же мирно, вот смотрите, сколько лет они были стержнем этого нового Ирака. Их, по сути дела, выдавили, вытолкнули оттуда. Кто? Я же не говорю, что арабы. Арабы замечательные люди. Я сам наполовину араб. Наткелем беля раби альфуского ламия. Да. Вот. Но когда дело доходит до прав народов, не надо их сталкивать. Ведь чем занималось багдадское правительство на протяжении 2003 года? Оно все время сталкивало шиитов с суннитами, шиитов с курдами, туркоманов и так далее. То есть вот это деление, сектантство, оно к чему и приводит? Что люди убегают из этих государств. А нужно создать условия, по которым те же курды придут в Багдад и скажут: да мы часть вот этого нового демократического, что они сделали в 2003 году. Давайте вернем к этой ситуации. Но для этого надо отказаться от этого сектантства. Для этого надо уйти от Тегерана, под влияние Тегерана, от иранских аятол, и проводить политику свою, национальную, иракскую, а не иранскую, и не какую-то другую из Вашингтона. Поэтому, пожалуйста, дверь открыта, курды готовы. Они готовы сегодня остаться, вернуться. Так, Константин Андреевич? Да. Спасибо. У нас последний вопрос. Последний вопрос. У меня такой... У меня такая, как сказать, мысль, что правильно было сказано, не надо драматизировать события. Вот то, что курдский народ высказал свое мнение, это очень серьезный козырь в будущих переговорах курдской автономии с Багдадом. Очень серьезный козырь. И это главное достижение вот этого самого референдума. Так? Какой результат будет? Конечно, усиление автономии, конечно, расширение полномочий курдской администрации. Это бесспорно. Так? Теперь в перспективе, конечно, перекройку границ сейчас на Ближнем Востоке никто, даже курдам, наверное, в голову это прийти не может, потому что это действительно тотальная дестабилизация. Но в перспективе, вот у меня как раз скорее вопрос к господину, значит, Хашави. В принципе-то все равно тенденция к обретению большей самостоятельности, большей государственности для курдов и в Ираке, и в Сирии, и в Турции, и неизбежно в Иране. Пусть будет это последним, так? Пример тому, вот последнее заявление даже Валида Аль-Муаллима, который впервые со стороны сирийского руководства признал, что не обойтись без автономии для сирийских курдов. Так? Что это нормальный процесс, что это нормальное развитие. Поэтому решение курдской проблемы, в целом, не кажется ли вам не образование государства, потому что это кардинальная перекройка всей карты, так? А я бы сказал так: союз курдских автономий. Вот, подождите, посмотрите, как сказано... Союз курдских автономий. Подождите, пожалуйста. Смотрите, мы с удовольствием живем вместе, два языка в Ираке, арабский, курдский, официально, и будут оставаться так. И хотим таком же, кто не хочет мирно жить. Но дело в том, что Ирак, смотрите, 4 миллиарда оружия уже с России покупает. Миллиарды уже не успевает, вся бюджета Ирака уже пустая, оружие покупает. Из США, из всех стран, все возможные. Быстро прибежал в Россию, давайте нам оружие. Я слышал, в МИДе слышал, что говорили, что мы же, оружие это же не хлеб, чтобы продавать просто так. Надо его разработать, делать. F-16 покупает, другие оружия, современное оружие покупает. Мы напуганы, мы гарантии никакого нет. Если будет международной гарантии здесь, пускай войска ООН будут между нами и Ираком, давайте мы будем согласиться остаться в составе Ирака. С удовольствием останемся. Нам эти проблемы не нужны, эта угроза не нужна. Но Ирак всякими силами покупает оружие, он вооружает тебе. Хаштишаби, зачем создана Хаштишаби, милиция шиитская, да, незаконная? Для чего? Почему Ирак покупает оружие? Против кого? Против курдов? Естественно, против курдов. 100% против курдов. И суннитов, да. Иначе какая страна их угрожает? Поэтому нам все это ни к чему. Только независимость может гарантировать Курдистану. Внешних врагов нет. Парадокс. Нет внешних врагов.
Все союзники. Иран союзник, Турция союзник, Сирия союзник. Все союзники. А оружие на миллиарды долларов. Уже 20 миллиардов закопали в землю. Народ впроголодь живет. Нет электричества, нет воды, нет канализации. 20 миллиардов выбросил. Кому? Да, большое я говорю, такие траты спасибо. неоправданы. Все, большое спасибо всем за присутствие. Спасибо нашим выступающим за выражение ими своей позиции. И я считаю, что курдский народ добился очень большой победы, что его услышали не только в Ираке, а во всем мире. А теперь только главное, чтобы никто не поддался на провокацию, чтобы мирным путем сесть за стол переговоров. Именно к этому призывает МИД РФ, Российской Федерации. Курды мирные люди, но их бронепоезд стоит на запасном пути.